Для обеспечения охраны общественного порядка граждан на территории города Якутска у нас каждую пятницу, субботу, воскресенье наряды выходят в усиленном варианте несения службы. То есть личный состав выходит за счет своего личного времени. Выходит где-то порядка до 90 сотрудников. Сколько происшествий происходит? Происшествий в целом по 90 вызовов у сотрудников полиции. Основные адреса у нас это увеселительные заведения. К моменту закрытия весь, скажем, народ, который гулял в данных заведениях, выходит на улицы, соответственно, начинает расходиться по домам. И в этот период у нас иногда происходят стычки между молодежью. Для пресечения таких, скажем, правонарушений, соответственно, мы подтягиваем к этим заведениям наши наряды. Уважаемые зрители и читатели Якутского Саха-информационного агентства, мы находимся у здания столичного отделения полиции, где проходит развод. Это рубрика «На страже». И сегодня мы узнаем, что происходит в выходные вечером на улицах нашего города. Посмотрим, как блюстители порядка стоят на страже нашего спокойствия. Булат, 254. Миша, расскажи, пожалуйста, чем отличается работа в будни и в выходные? В будние дни у нас относительно спокойно, в выходных немножко там поток вызовов увеличивается. Особо таких тяжких преступлений мало у нас на районе. Но в основном мелкие бытовые нарушения. Вон там вот у нас находилось злачное заведение, всем известное в городе. Бодливая коза, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот как изменилось после закрытия? Ой, вообще в районе стало прям спокойно. Люди рады, наверное. Вот данного дома, да? Да, вот здесь 20 людей. Ну, тут обычно собираются люди, ведущий образ, социальный образ жизни. А тут вот собираются, где вот проходит вон труба, и вон подальше, вон, видите, понаставлены шлакоблоки. Обычно там сидят, распивают, нарушают порядок. Ребята, скажите, пожалуйста, вот вообще вот самый, скажем, проблемный маршрут, который существует, это вот по каким районам? Я так понял, здесь у нас более-менее спокойно? Да, у нас более-менее спокойно. Ну вот эти вот самые такие вызывают, это под утро, вот где район улиц Жарницкого и вот Редзинского, где вот сконцентрированы все вот эти вот развлекательные заведения, клубы, ночные бары. Ага. Там бывает, да, под утро, под закрытие люди выходят, там стоят, толпятся. Там на ровном месте конфликты создаются. Расскажите, пожалуйста, ну как вообще поступается, если там бездомный, вот асоциальный элемент? Что делать? Если таких людей поймаем, да, вот людей спрашиваем, подходим, данные устанавливаем. Если человек хочет на хорошей жизни идти, да, у нас есть в Богдане Тижи Терях, мы их туда доставляем, в Терях. А в Терях там есть проживание, там кормят. Центр социальной адаптации. Да. Ну то есть такая работа ведется, если Да, асоциальный. такая работа ведется. Но это если вот человек сам этого хочет. Мы насильно его туда вот поместить никак не можем. Здравствуйте. Документы есть по себе? Чем занимаемся? Сейчас мы находимся на улице Федора Попова. Наш борт номер 17 остановился для проверки, ну, таких личностей асоциальных. Ну, проводится профилактическая беседа, в принципе, ничего такого страшного им не угрожает. Если там у людей нет документов или они находятся в трудной жизненной ситуации, им предложат выехать в социально-реабилитационный центр, ну или просто помогут. Бархатывымба. Данные нейдер. Айда, олар өтебінде. Тяжкий вред здоровью у него за ним и угроза убийства. Что с нами поедете? Барам. Дойти домой не можешь, да? Адрес сестры помните?
Ота и булын бербек китті. Сколько выпили сегодня? Икки водка. 2 бутылки водки, да? На одного. Ясно. Ну, смотрите. Вы сейчас в данный момент находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Это и есть нарушение общественного порядка. Ну, вам надо будет пройти с нами. Вы не против? Пройдем. Ey sahadik hem diyor o kopun da maltı var ni hem ne. Diğer var ni hem. Документы, да, у тебя? Я сюда. Kartı mı? Во время патруля на улице Федора Попова мы увидели пьяного мужчины, который добирался якобы до сестры, и было решено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Привезли в 4-й отдел полиции, где рядом стоит стационарная машина медосвидетельствования. Она сюда приезжает фактически каждые выходные, чтобы людям было проще работать. Почему? Потому что когда нужно освидетельствовать человека на состояние алкогольного опьянения, на степень его опьянения, то нужно было всегда постоянно возить на территорию автодорожной, то есть Красную Якутию. Это довольно-таки неудобно, тем более, когда выходные и пьяных вызовов довольно-таки много. А сейчас гражданин пройдет освидетельствование, ну и поедет отрезвяться в 3-й отдел полиции. Почему? Потому что территориально он был задержан на улице Федора Попова. То есть ему придется с улицы 50 лет советской армии каким-то образом потом добираться. Это странно немножко. Ребята, расскажите сейчас, какой вызов, куда едем, что происходит? Получается, у нас вызов поступил. Пьяный муж буянит, звонила гражданка. Насколько часто вот такие вызовы поступают у них? В общем, такие вызова поступают очень часто. После, в большинстве случаев бывает так, что после совместного распития друг на друга супруги вызывают. Приходится реагировать. Здравствуйте. Вместе распивали? Я с работы пришел, Здравствуйте. Дети есть? бабушка есть. Что случилось? Муж пьяный. А вы? Трезвые? Да? Кидается. В смысле кидаюсь, ты А как? меня Тиран, разбудил. что ли? А как это? Я на своей пути никогда не кидаюсь. Я в тот раз заявление написала, что ребенку дали. Было такое. И опять... Вас тубуретку ударил, да? Да. Было такое? Да. Забрали, тоже доставили. А? Да. Честь То же услуг. самое. А тут тубуретку вернули, бабу вернули? Нет. Прошло, не помню, не знаю, часа 2-3. Вернулись на место, товарищи сидят до сих пор. Людей нету, мы никого не тревожим. Интересно гуляете. Мы два инвалида, я инвалид. Нет, ну, Получаю, он инвалид. Главное, спокойно, Нет, хорошо? я не получаю. Без происшествий главное. Конечно. Конечно, вот. Я на А инвалид, плохого если не мне ноги отказывают. Главное. У меня вообще ампутация. Подругу потеряла, и я должна вот смотреть камеру, когда у меня... там- Идет примерно 4-й час ночи, мы находимся в одном из популярных заведений города Якутска. Поступил вызов от одной женщины, которая сообщила, что потеряла свою подругу. Пришли, обратились к администратору.
Она дает сейчас показания. Видимо, это ложный вызов. Почему? Потому что произошел конфликт между этой заявительницей и администратором. Кстати, за ложный вызов может грозить административная ответственность, поэтому не пользуйтесь такими вещами. Вот этот в кепке, который мастерки, он меня... Он наоборот пострадавший. Он бутылкой пива кинул. Да, он наоборот пострадавший. На его кинулись наоборот. Полиция. Наоборот, на него кинулись. Мы находимся рядом с одном из известнейших заведений города Якутска. Когда проезжали, делали рейд, обнаружили, собственно, увидели и зафиксировали драку. Один из участников находится сейчас, скажем так, в автомобиле. Он вел себя довольно-таки агрессивно. Сейчас полиция будет начинать разбирать обстоятельства. В принципе, этим обычно и заканчиваются, видимо, наши выходные дни, когда люди не очень-то хорошо себя ведут во время отдыха. Поэтому не ведите себя так, берегите себя и доверяйте только проверенной информации.